Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас отсыпочка на будущую неделю. Давайте посмотрим, что вас ждет, что с вами будет, что судьба вам готовит. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, что ждет меня на будущей неделе. Давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сделай же сегодня моими руками, пусть то, что Так, какая птица? Большая, светлая. Здесь птица на крыльях мужчину несет. Несет к вам, несет в вашу сторону. Здесь какой-то мужчинка объявится, появится. Ну, либо наконец-таки приедет, доедет. Мужчина хорош собой. Мужчина весь из себя. Плюс не с пустыми руками. И этому мужчине есть что вам сказать. Либо есть что вам предложить. Вы все у меня разные. Меня смотрят и замужние дамы, и свободные в поиске. И также меня смотрят мужчины. Вот, мужчина на крыльях птицы летит в вашу сторону с чем-то очень и очень хорошим. Вообще мужчина этот сделает вашу неделю. Его появление, его предложение, его слова, либо то, что он с собой принесет, привезет, все у вас очень-очень порадует. Мужчина действительно как такой добрый вестник, либо такой добрый волшебник, который появится, ну буквально, судя по рисунку, в самом начале недели, задаст тон недели, и вся неделя тут у вас пройдет очень великолепно. Дальше, мои хорошие, разговор на работе о каких-то потенциальных возможностях, о чем-то потенциальном. Смотрите, разговор произойдет на будущей неделе, а реализация этого разговора, возможно, в следующем месяце, либо даже уже в следующем году. Вас будут о чем-то спрашивать, вам что-то будут предлагать. Также вас будут расспрашивать о том, что вы знаете, умеете, как видите свою карьеру, как видите свое будущее. Здесь вам такой совет. Не избегать этого разговора, быть максимально открытой и говорить без стеснения. То есть, если вы хотите карьерно расти, так и скажите. Если вы готовы занять более, скажем, ответственную должность, скажите. Если вы нуждаетесь, допустим, в повышении дохода, тоже об этом скажите. Ничего не стесняйтесь и ничего не бойтесь. Хороший разговор, но опять же, он у вас реализуется в следующем месяце, либо даже в следующем году. Как-то так мне идет. Вот. Но разговор очень позитивный. Долго будете беседовать, и будет казаться, что вы на допросе. Пожалуйста, так не реагируйте, гоните от себя это ощущение. Просто расслабьтесь и будьте сами собой, и будет вам благо. И еще, мои хорошие, опять же, с работой связано. Здесь какой-то минус в вашей работе, либо какое-то упущение. То, что не дает вам возможности вырваться вперед, либо как-то наладить свою работу. Да? Может быть, вам тяжело работать, либо есть какие-то упущения, есть какие-то прорехи, и вы все никак не можете разобраться, да, что не так, что не то. Вижу, что какой-то человек случайным образом вам на это глаза откроет. Да? Может быть, даже речь будет не о вас, может быть, о ком-то будет идти речь. И вот человек произнесет такие вот ключевые слова, на которые вы очень бурно среагируете. Вы скажете: вот, точно, это то, что происходит у меня, либо это то, что мне необходимо для того, чтобы все наладилось. Вот будьте внимательны, вслушивайтесь в каждое слово. Вижу, что ключевые слова будут произнесены. То, что вам действительно поможет, либо то, что вы возьмете за основу для того, чтобы исправить свою ситуацию.
Так, еще вижу вашу поездку. Не одна, не один. Куда-то вы в компании будете ехать. Может быть, это компания друзей, может быть, это компания ваших родственников. Вот вижу, что куда-то вы будете ехать. Не без приключений, но опять же, будет весело. Будет весело, будет интересно. На поездку потратите больше времени, чем планировали. Какие-то приключения вас ждут. Что-то пойдет не туда, не так. Может быть, какие-то пробки, не дай бог, там поломка, либо кто-то там дорогу перепутает, либо объезд какой-то. Ну, в общем, доберетесь. Главное, не читайте негативных знаков именно там, где их нет. Это просто стечение обстоятельств. Но дорога будет веселой. Еще черепаха. Здесь какой-то мужчина на черепахе катается. Черепаха просто гигантская, мужчина очень маленький, видите, вот прям совсем крошечный. Медленный мужчина, либо медленно как-то он живет, медленно действует. От него очень сложно чего-то конкретного дождаться, да? Либо до него, как до жирафа, доходит там на 4-е сутки. Этот мужчина вас будет очень раздражать, захочется просто, вот, я не знаю, взять палку и всю эту дурь с него выбить. Пожалуйста, себя контролируйте. Мужчина очень нежный, ранимый и обидчивый. Вот помните об этом и делайте скидку на то, что все люди разные. Вот он не специально на этой черепахе катается, он таким родился, либо это какая-то его врожденная особенность. Ну что поделаешь, ну все мы разные. Кто-то живет быстро, кто-то наоборот очень медленно. Ну вот прям раздражает он вас, и вы такая, хотите его палкой побить. Без рукоприкладства держите себя в руках и поверьте, мужчина, он неплохой. Да, нудный, да, медленный, но неплохой. Вот. Ну, по возможности, конечно, не имейте с ним дел, ну, потому что вы, я вижу, очень горячий человек. Активный, бодрый, деятельный, и поэтому вы как бы разные, не к чему как приклеиться, да, абсолютно разные. Не злитесь на него, он ничего плохого вам не делает и ничего плохого не желает. И опять же, негативные эмоции, они могут отражаться на вашем здоровье, на вашем состоянии. Избегайте негативных эмоций. Так, еще здесь ангелочек стоит на вашем пути, на вашей дороге. Вас куда-то не пустят. Не пустят туда, где вас могут обмануть, где вы можете чего-то лишиться, где вы можете обидеться, расстроиться, где вас обидеть могут. Да? Туда вас не пустят. Есть какое-то странное стечение обстоятельств, как перекрывают вам дорогу. Вплоть до того, что, не знаю, вы проспать можете перепутать дни, вы можете не успеть там, на транспорт. Вы можете выйти из дома и тут опомниться, что вы забыли кошелек, да, придется возвращаться. Ангел не пускает. Поэтому на всякие негативные события реагируйте спокойно. И знайте, что это ваш ангел-хранитель вас защищает, чтобы вы случайно не попали в неприятность. Так, левая сторона. С левой стороны человек плачет, руками лицо закрыл. Плачет и на вас как пальцем тыкает, что типа вот я из-за тебя плачу, это ты меня довела до слез, либо ты довел, если смотрит меня мужчина. Горько плачет, горько. Слезы крокодилии, сразу говорю. А слезы не настоящие, это имитация, это желание привлечь к себе внимание, это желание тронуть и без того ваше доброе сердце. Это желание манипулировать вами, скорее всего. Вот кто-то себя будет именно в таком ключе вести. Это может быть как и близкий человек, родственник может так себя вести. И также могут вести себя люди, которые вас окружают. Видно, человек прознал, что вы очень добры и впечатлительны, и думает, вот сейчас я сыграю свою роль. Но здесь слезы крокодилии, сразу говорю. Если у вас будут какие-то сомнения, вы проверьте. Просто проследите за этим человеком и убедитесь, что у человека не так уж все и плохо. Да? Что с вами человек, значит, плачет, пальцем вас тыкает. И тут же с кем-то общается, улыбается, у человека все в порядке. Попытка вами манипулировать. Вот в чистом виде, вот что я вижу. Еще кто-то очень мелкий, но очень... давайте так скажем, дерзкий, да? Дерзкий, активный, деятельный. Для девушек это молодой ухажер,
да, человек, который гораздо младше вас, который за вами ухаживает. Причем как-то прям нагло, беспринципно и вообще фу-фу-фу, хам, да. Человек фривольно себя ведет по отношению к вам. С одной стороны, вас это обижает, а с другой как-то забавляет. Вы такая думаете, вот наглец, вот подлец, как же так? Но с другой стороны, да, человек может быть очень навязчивым и действительно позволит себе то, ну, что непозволительно, да, то, что является лишним. То есть человек может там вас обнять, прижать, попытаться вас поцеловать. Вот. Поэтому имейте в виду, что человек действительно нагловатый, и таких нужно осаживать. Мужчина то же самое. Молодая девушка может позволить себе за вами очень назойливо ухаживать, так, что вам будет прям не по себе, и вы будете краснеть. Вот. Надо осадить, надо человеку так и сказать, что куда ты лезешь, да? Вырасти сначала, потом уже поговорим. Вот. Это не лишним будет. И еще с левой стороны. Кто-то постоянно будет к вам приходить. Звонок в дверь, либо человек может напрашиваться, да, может конкретно приходить, стучать, звонить в дверь, и также напрашиваться, что вот я хочу, я приду, я там соскучилась, соскучился, мне нужно тебе что-то сказать, отдать, передать, да, в таком ключе. И вы, не знаю, то ли вы не хотите этого человека видеть, то ли вам не до этого человека, у вас свои задачи, заботы. И вижу, что вы как-то будете, как прятаться, да, придумывать всякие отговорки, вплоть до того, что там звонок в дверь, а вы спрятались, затаились, типа не дышите, да, чтобы человек не услышал, что вы дома. В таком ключе. Смотрите, если человек придет и вы не откроете дверь, вы позаботитесь о том, чтобы на вашем телефоне был отключен звук. Иначе человек начнет вызванивать вас по телефону и услышит, что вы дома. Вот, об этом позаботьтесь. Ну да, кто-то очень наглый, назойливый, и прям очень хочется к вам домой. Да, вот как-то, не знаю, может, ваш дом этому человеку нравится, а может быть, человеку просто скучно, заняться нечем, поэтому будет вас донимать. Человек на букву В очень приятно вас удивит, невероятно приятно удивит. Это может быть и мужчина, и женщина, но человека зовут на букву В, и также может быть фамилия на букву В, может быть прозвище на букву В. Очень приятно вам будет от поступка либо действия этого человека. У вас прям улыбочка такая на всю, да, вот до ушей, от ушка до ушка. И прям так будете благодарны этому человеку за его действия, за то, что он есть в вашей жизни, за то, что о вас не забывает. Не могу сказать, что конкретно вы все слишком разные, но это будет невероятно, мега приятно. Вот, мега приятно. Так, девушка примеряет обувь разных моделей, разных фасонов. Здесь и изящные туфельки, и какая-то массивная обувь, на берцы похожая, и также какие-то сапожки с длинным голенищем. То есть, скорее всего, как эти ботфорты, да, по-моему, так называется. Ой, я уже все забыла. Кто помнит, как называются такие длинные сапоги, которые прям чуть ли не до ляжек доходят. Вот, напишите. По-моему, ботфорты называются, если память не изменяет. У меня никогда не было таких сапог. У меня немножко другая конструкция ноги. Мне такие не подходят, они все на меня узкие. Но кто помнит, те напишите. Знаете, будете выбирать, скорее всего, мужчин, перебирать, да, на кого обратить внимание, либо кому позволить за мной поухаживать. Это может быть и вот повсеместно в вашей жизни, и также это может быть в интернете. Да? Большое разнообразие женихов, претендентов на то, чтобы быть вашим женихом. И вы выбираете, очень тщательно выбираете, подбираете достойного. Опять же, для молодой девушки примерять обувь — это к женихам. Вот. Если вы мужчина и смотрите мою отсыпочку, то вот эта вся обувь — это рабочие предложения. Предложения поработать, заработать, бизнес-предложения, вот в таком ключе. Будете тоже выбирать, подбирать, предложений будет видно много, и придется немножечко посидеть, заморочиться. Так, еще большая сова кому-то на глаз села. Глаз — это все-таки увидеть, а сова — это все-таки тайна. Секрет, тайна, какая-то, знаете, такая запутанная, непонятная ситуация. Кто-то что-то скрывает. Пусть не все, пусть не разом, пусть не до конца, не досконально, но тем не менее что-то такое подозрительное вы увидите, над чем стоит
посидеть, подумать, обмозговать. Здесь как ниточки, которые ведут к правде. Но их нужно все собрать, да, чтобы эта правда выяснилась. Даже не ниточки, а эти элементы пазла. Ну, кто пазлы собирает, те знают, да? Маленькие такие кусочки от огромной большой такой картины. Пока картина не ясна. Но есть маленькие кусочки, и если быть повнимательнее, то совсем скоро и картину соберете. Если вас обманывали, что-то от вас скрывали, что-то, вот знаете, в тишине, в тайне за спиной делали. Ну, вот что-то, что является секретом, да, вы начинаете видеть маленькие элементы этого обмана. Вот, пособирайте их, и будет вам полная картина. Дальше. Оголделая белка, у нее там вся шерсть дыбом стоит, и глаза такие, знаете, в разные стороны расходятся. Кому-то предстоит прям поработать. Не просто поработать, а очень поработать. Вот знаете, как запрячься, как вот этот вол, буйвол, да, и прям эту лямку тащить, пока глаза из орбит не вылезут. С одной стороны, тяжело. Да, я вас понимаю, я вам сочувствую, это тяжело. Но с другой стороны, вы и дело сделаете, и денег заработаете, и результат какой-то конкретный, такой четкий, стабильный результат получите. Вот. Это не всю неделю, как белка быть, оголделая белка. Это вот как-то либо день, либо пару дней. Но тем не менее, работа важная, работа нужная и работа благодарная. Вот вам за это и спасибо скажут, и руку пожмут, и в губы поцелуют, и денежку дадут. Вот. Еще и звездочку повесят. Вот не избегайте этой работы, иначе потом могут быть неприятности, кто-то может обидеться, как человек злопамятный, да, будет вам это все припоминать, потом вы будете жалеть и думать: Господи, ну почему я тогда это не сделала, почему я не поработала, а теперь такие последствия. Да, вот, лучше поработать и всех уважить, и себя, кстати, тоже в первом числе, ну и чем потом ругать себя за то, что вы этого не сделали. Так, еще. Кто-то в плаще крадется сзади. Но здесь вам кто-то сюрприз хочет сделать, да, крадется сзади в плаще. Человек не предупредит о своем приезде, либо не предупредит о своем появлении. И вот знаете, такой сюрприз. Не могу сказать, что вы будете рады, но с другой стороны, опять же, у человека для вас что-то есть. Может быть, что-то вам отдаст, передаст, выдаст, выплатит, заплатит, принесет, привезет. Что-то вот есть у человека для вас. То есть это будет такая легкая компенсация вот этого неожиданного появления, от неожиданного появления. Еще, мои хорошие, мужчина с женщиной страстно целуются, позабыли обо всем на свете, но любопытные глаза не дремлят. Мои хорошие, если вы в любовной связи, в тайной любовной связи, и хотите, чтобы ваша любовная связь так и оставалась тайной, примите меры, не теряйте голову и помните, что даже у стен есть глаза. Кто-то может увидеть, кто-то может подсмотреть, а потом пойдет вот это вот разглашение, и уже даже как ленивый будет говорить о том, что у вас отношения. Вот. Как-то нужно быть поосторожней, поаккуратней. Велика вероятность, что вас увидят. И увидят, и придадут огласке. Песочные часы сломались. Ну, дикая нехватка времени. Вы планируете одно, тут куча каких-то дополнительных задач, забот, да, вы не успеваете, и вот эта вот гонка со временем. Часы сломались. То есть можно сказать так, что вы то, что запланировали, выполните только лишь частично, но при этом параллельно очень много выполните того, чего не планировали. У вас так идет. Ну, бывают такие накладки, это жизнь, что поделаешь, да? Ну что ж, вот вышла такая информация. Вы, главное, не расстраивайтесь, еще раз говорю, вы очень много сделаете того, что в принципе не планировали, но то, что тоже важно, нужно и полезно. И еще человек на букву О, если честно, похоже на мужчину, но может быть и женщина. Человек на букву О. А вот этот человек может создать вам проблемы. Проблему может создать какими-то своими действиями, словами. Мне больше идет как встревожить, напугать. Да? Что-то вам такое сказать, либо что-то там, какие-то проблемы вляпаться, и вы думаете: о боже, мне придется бежать, спасать, выручать, что-то для этого человека делать. Похоже на мужчину. Но может быть и женщина.
На букву О имя, либо фамилия, либо прозвище. Вот. Ну, такой, ну, не сюрприз, а скорее всего какая-то неожиданность. Неожиданность, которая не радует, скажем так. Будете волноваться за этого человека, либо по поводу этого человека. И еще, кого зовут на букву Ю? А вы счастливчики, вам очень крупно повезет на будущей неделе. Повезет по-крупному, повезет вот прям в самый нужный момент. Вот прям в самом сложном деле, либо в самом желанном деле. Вот прям как удачу за хвост поймаете. Люди на букву Ю, мужчина и женщина, после везения не забудьте сделать откуп. Это может быть что угодно. Вы можете и денежку пожертвовать, вы можете и животных покормить, вы можете и птиц покормить, вы можете сделать доброе дело. Любая жертва, она принимается. И тогда удача еще не раз вернется в вашу жизнь. Либо везение будет увеличиваться, более по-крупному будет вести. Но тем не менее, на букву Ю, везунчики. И еще, мои хорошие, ракушка. Ракушка, в которую вы прячетесь, стала для вас мала. Вот и хотите вы в эту ракушку спрятаться, а не помещаетесь. Либо помещаетесь ровно наполовину. Тут негодование, что не могу, как обычно, себя вести, да, там, чего-то избегать, либо от кого-то прятаться. Вот как на виду вы находитесь, на виду. Либо вы такой человек, вы не любите, когда на вас внимание обращают, когда, ну, вот к вам подходят, там, вами интересуются. Да, может быть, вы человек, который любит одиночество, любит уединяться, либо у вас очень ограниченный такой круг знакомых, ну, приятелей, друзей, с кем вы общаетесь. А тут, видите, в ракушку уже не спрячешься. Вы в эпицентре событий, вы в центре внимания, и вам немножко некомфортно, не по себе. Но с другой стороны, я вижу, что вы быстро к этому привыкнете и поймете, что в этом тоже есть смысл, когда вы в центре внимания, и из этого можно извлекать очень большую выгоду. Что это конкретно будет? Заработок, либо возможность что-то сделать, добиться? Я не знаю, я не могу сказать. Вы все слишком разные. Но тем не менее, вижу, что вы как-то с сомнением будете в будущем смотреть на свою ракушку и, возможно, выберете, ну, путь публичности, да, не вот это прятаться в четырех стенах, а именно жить и жить на полную, общаться, себя показывать, мир смотреть. Вот в таком ключе. Но ракушка уже мала. Так, еще какой-то мужчина на акробата похож. Акробат, артист. Фокусы, может быть, даже показывает. Акробатические какие-то этюды, трюки. Мужчина привлечет ваше внимание своим каким-то нестандартным, нетипичным, не вполне нормальным поведением. Может быть, действительно он там на голову станет, да, как йог. Либо он там паркуром занимался, всех удивит, там с крыши на крышу перепрыгнет. Что-то мужчина такое сделает, что будет восхищать, удивлять, и вот зрелищное, да, вот экшен идет. Интересный мужчина, но какой-то безалаберный, если честно. Безалаберный, и с таким тяжело. Вот реально тяжело. И характер у него такой, знаете, душнило. Внешне, конечно, симпатяшка, и причем такой же артист, да, интересный, но душнило страшный. Вот, девочки, если вдруг вас там бес попутает и вам захочется оставить ему телефон свой, ну, номер своего телефона, за первые сутки вы его просто возненавидите, потому что он душнило, потому что он просто вот как репях прицепится и не отпустит. А представляете, как ему такая красивая женщина на него внимание обратила? Боже, тут такое может произойти. А если вы не свободны, а если у вас парень есть, если муж, проблем куча может быть. Слушайте, я вас умоляю, не давайте никому свой телефон, не давайте, социальные сети тоже не давайте, иначе могут быть проблемы. Ну, я вас предупредила, а там уже поступайте как хотите. Так, еще морской конек, кольцо. А вот это интересно. Кольцо, это может быть и в прямом смысле слова кольцо, и также это может быть союз. Да? С кем-то быть в союзе, договориться о союзе, подружиться, либо сойтись в пару. Что бы это ни было, я вижу, что это будет в долгую, что это будет очень, ну, счастливым событием, счастливыми временами в вашей жизни, и даже в какой-то степени ощутите, что вам повезло.
Кольцо вы можете сами себе купить, кольцо вам могут подарить. Ну и если это союз, я так понимаю, что это взаимно, да, взаимное желание быть с человеком в союзе. Морской конек очень классный знак. Он вам прямо на кольцо выпадает. Вот знаете об этом. Так, еще маленький кораблик. Раздуваются паруса. Какое-то дело отложенное ускоренно начинает решаться. Прям очень ускоренно. Но на парусах очень быстро плывет. Маленький кораблик. Дело, ситуация, либо чье-то обещание. Прям под парусами очень быстро исполнится. Быстрее, чем вы могли бы подумать, либо быстрее, чем вам обещали. Но это приятно, это очень хорошо. Кошка наблюдает за вами, но действовать боится. Кошка, это какая-то неприятная женщина, соперница, конкурентка, в принципе, вражина, да? Она наблюдает, но действовать боится. Вот, присматривается, может быть, ждет, пока вы какую-то ошибку допустите. Знаете, что за вами наблюдают, причем недобрые глаза. Ждут, пока вы ошибетесь, либо пока вы дадите повод для нападения. Да? Вот сразу воспользуются. И еще ближе к венцу показано, что вы на кого-то влияете. Влияете так, что человек просто вот теряется в пространстве, во времени, и кроме вас никого не видит. Кто-то попадет под ваше влияние, либо будет зачарован вами. Человек как будто бы действительно под гипнозом. Это может быть и мужчина, и женщина, но вы не желаете никого гипнотизировать. Оно как-то само собой происходит. Большая ответственность, но и опять же, человек, видно, такой слабенький сам по себе, либо действительно нуждается в сильном друге, в сильной подруге, кто может взять на себя роль лидера, помочь, подсказать, поддержать. Вот, не пугайтесь. Если можете, помогите. Но если не можете, то хотя бы не вредите, не обижайте этого человека. Видно, у человека такая пора в жизни, когда хочется, чтобы кто-то помог, защитил. Либо хочется в кого-то верить, да, банально верить и доверять кому-то. Смотрите, видите, под вашим влиянием. Как-то так, мои милые. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.